Достать сотовые телефоны, положить в сумку. Это я не советую. Заткнуться немедленно всем! Напрасно вы не взяли ваши деньги из банкомата. Лечь, делайте, что говорят и когда говорят. Будете молчать, выживете, но никаких гарантий. Я вышел. Ты встань. А ты убирайся. Электронная система охраны может блокировать все выходы? Безусловно. Чудесно. Похвальный подход к делу. Мы с тобой сможем поладить. Сейчас рванет. Готово. Я блокирую. Потрясающе. Я опаздываю на работу. Что это тебе взбрело в голову? Он вызвал легавых. А может, имело смысл замочить его до того, как он вызвал легавых? Наверное, не подумал. Итак, времени у нас в обрез. Выводите отсюда людей. И в следующий раз, если взялся за дело, доводи его до конца. Инспектор Гэллоу. Все выходы из здания держать под прицелом. Рассредоточиться. Нина, вызывай спецназ, и без скорой, похоже, не обойтись. Быстро примчались. Отойдите, мэм. И уберите их куда-нибудь подальше. Как далеко? Черт! Инспектор Гэллоу. Возьмите трубку. Начали. Инспектор Кэллоу говорит. Да. Что у телефона? Без вопросов. Я контролирую все здание. Полностью контролирую. Без моего разрешения никто не сможет ни войти, ни выйти. Я казню любого, если власти не выполнят мои требования. Только не хитрите. Сегодня мое терпение на нуле. Я слушаю. Ладно, постараемся не облажаться, инспектор. У меня одно требование. Всего лишь одно. А ордер есть? Нужно поговорить, Квентин. Тебе не повезло, потому что мне это ни к чему. Это важно. Дверь не закрываешь? Это
Это инспектор Шейн Деккер. Не очень-то он похож на инспектора. Вы вообще-то тоже. Очаровательно. Шейн только что перевелся из Такомы. Может, тебе любопытно? Его отец... Хватит! Мне это не интересно. Выкладывай, чем, пожалуйста. Захвачены заложники в банке American Global. Их главарь хочет видеть тебя. Надо же. Вот так. Ты нужен для переговоров. А зачем это? В опасности жизни людей. Да, парень прав. Я не против помочь. Но я отстранен. Ты что, забыл? С этой минуты ты снова на службе. Все так просто? Все так просто. Но я не спущу тебя с цепи одного. Всегда уловка. Шейн твой новый напарник. Считай его моим клоном. Только помоложе. О, как мило. Если бы решал я, ты и твой напарник Бывший напарник. стояли бы уже в очереди на бирже труда. Когда-то ты называл меня другом. А ты куда? Да, приехали. Я сообщу. Сюда. Инспектор Коннорс, можно два слова? Хватит одного. Отсоси. Пояснения еще нужны? Потрясающе. Около 9:30. 9:30. 9:30, ясно. Привет, Винсент. Привет. Рад вас всех видеть. Итак, Коннорс получил все необходимые полномочия и займется этим делом. В прошлый раз, когда он спасал заложницу, погибла захваченная девушка. Я в этом был не виноват. Ну, конечно. Если бы не твои ковбойские замашки, с ней бы ничего не приключилось. Ты губишь жизни, парень. И это ты говоришь о загубленных жизнях. Если я не ошибаюсь, это твой конек, Кэллоу. Дамы, прекратите. Я первый приехал по вызову, значит, я здесь главный. Решение принято, Берни. Не надо, Мартин. Не поручай ему это дело. Берни, будь добр. Отвали, ясно? Потом поговорим. Ну ладно. Посмотрю катастрофу по телевизору. Пока, Берни. Итак, ясно? В силу специфических обстоятельств спецназ подчиняется Коннорсу. Он главный. Насчет спецназа из этого. Окажи заложникам услугу, постарайся им доказать, что я ошибаюсь на твой счет. Хорошо? Да? Это приказ. Если случится что-нибудь непредвиденное, сразу сообщи, ясно? Да, сэр. Похоже, ты обзавелся нянькой, сэр. Примерно от 4 до 7 вооруженных бандитов удерживают в заложниках неустановленное число клиентов и служащих банка. Ты просто клади знаний, Винсент. Шел бы ты. И пока их требования поговорить с тобой. Свяжите меня с банком, я выясню, что им нужно. Есть. Внимание, говорит центральный. Прибывающая машина скорой помощи сосредотачивается на передаче в банк. Неужели инспектор Коннорс? С кем я говорю? Пока можешь звать меня Лоренс. Ладно, Лоренс, как вообще дела? Что-нибудь нужно? Может, еда, медикаменты? Мы тут слышали взрывы. Важные для меня люди целы. Хотя я бы предпочел, чтобы власти вообще не вмешивались. Раз уж собрались сливки полиции Сиэтла, тебе я рад. Моя слава опережает меня. Не льсти себя. Просто мне нужен человек с опытом в похожих делах.
Потому что, инспектор, я намерен прожить полнокровную, долгую жизнь. Однако меня удивляет, что тебя так быстро нашли. Я думал, что ты отстранен. Было. Но вернули. То и сведения устарели. Все норовят надуть. Наверное, ты интересуешься заложниками, да? Да. Всего тут человек 40. И они в полном порядке. Все, кроме одного. Есть убитый? Точно. На практике все получается не так идеально, как в теории. Заложников не удержать в узде, если не наказывать за провинности. Они могут и полк поднять. Даже в хаосе есть порядок. Чего еще нам ждать? Требований. И нельзя ли попросить тебя и твоих коллег быстрее смыться? Не мечтай. Ну ладно, оставайся тогда у телефона. Я с тобой свяжусь. Слушай, Лоренс. Не волнуйся, до завтрашнего рассвета у меня нет никаких планов. Расслабься. Все это надолго. Эй, брось, Лоренс, наш разговор не окончен. Терпение, инспектор, терпение. Мы ведь помним урок Пёрл-стрит с тобой, верно? Отбой. Противостояние продолжается уже 2 часа. Мы выяснили, что полиция связалась с преступниками, захватившими банк. Но нам ничего не известно о Выдвинутых требованиях. Как только узнаем, сразу сообщим. Я Карен Кросс, 2 канал новости. Где наш бесстрашный капитан? Поехал докладывать в управление. А ты его заменяешь. Что это? Жвачка. Бросил курить? Кофе тоже не пью. Я могу быть другим. Да, Не верь, что я стал другим. инспектор. Я звонил, ответа нет. Минут через 5. Чем там занимаются? Теряют только время. Это точно. Он знает полицейский протокол, не говоря уже о нашем дерьме. Он изменяет голос. Вероятно, сидел за похожее преступление. Он намекнул насчет рассвета. Чтобы выиграть время. Зачем? Просчитать следующий шаг. Он нас не ждал. Он не ждал вас. Думал, вы отстранены. Он думал, что понадобится целый день, чтобы меня найти. Он тянет. Он взял то, что хотел. Штурмуем. Где командир спецназа? Я найду. Это риск, Квентин. Ты все обдумал? Ты сомневаешься, Тедди? К моему сожалению, да. Как ты можешь спать с этим кретином и потом смотреться в зеркало? Пойми, все заложники в опасности. Этот тип признался, что одного они застрелили, а это предумышленное убийство. Этим ублюдкам светит пожизненный срок. Так зачем сохранять жизнь свидетелям? Чем дольше мы ждем, тем больше риск. Нужен штурм. Немедля. Квентин! Что мы имеем? Снайперы на крыше, 10 бойцов у входа. План штурма. Сначала взорвать двери. Нельзя никаких взрывов. В здании 40 заложников. Риск слишком велик. Что еще? Иного способа нет. Электронная система блокировала двери. Без взрыва нам не войти. И если отключить ток, система не сработает. Мы вручную откроем замки и войдем. Пожалуй. Значит, поиграем, командир? Отключить ток. Штурм начнется через 15 минут. Банки оборудованы аварийными генераторами. На включение системы электроснабжения нужно от 3 до 6 минут. Закончим раньше. Командир, все на позициях. Полная готовность. Пора звонить на подстанцию. Вырубят ток, ждите сигнала. И ни шагу без моего приказа. Ясно? Да.
черт возьми! А вот и они. Не дергайся. Хватит орать. Все, пора начинать. Готовы. Готовы? Третий готов. Четвертый готов. Начинаем. Вырубай ток. Давай. Эй, подождите. Что там еще? О, черт. Начинаем. Штурм отменяется, командир. Это ловушка. Нет, инспектор, теперь не встревай. Это мое шоу. Повторяю, не штурмовать. По моему приказу. 3, 2, 1, вперед! Окружить заложников! Задерживать всех, кто выйдет из здания! Всех, без исключения! Выходить, не толпиться. Санитаров сюда. Здесь раненые. Никого не засекли? Нет, пока не удалось. Инспектор, нашли это. Перчатки, маски. Они проскочили мимо нас. Высокий уровень. Итак, один кассир убит. Те, которых подвесили, живы, но они в критическом состоянии. У нескольких бойцов ожоги второй степени. А по показаниям многих заложников, в здании было от 5 до 9 грабителей, но их лиц никто не видел, они все оставались в масках. Далее Дек соберет пленки из камер слежения, это даст нам хотя бы точное число грабителей. Тщательно проверь всех заложников. Пока они все под подозрением. Извини. Да? Мне нужно прослушать разговор Коннора
Коннорса с Лоренсом. Придется подождать. Долго? Ну, может, час. А я не могу поставить сам? Послушай, так у нас не делается, ясно? Я тебе не подчиняюсь. И я никого не подпускаю к приборам, ясно? Придется подождать. Извини. Что за... Какого дьявола? Ты невменяемый? Совершено преступление. Ограблен банк. На руинах труп невинного человека, а убийцы еще не пойманы. Нам ждать некогда. Я сам разберусь. Спасибо за помощь. Ладно, так и быть. Нет, не так. Это система дат. Знаешь, что это? Да. Цифровая запись. Работает как обычный магнитофон. Включение, стоп, перемотка. Гнездо для наушников. Пленка уже внутри. Ясно? Не так все и сложно. Я прошу, ничего не сломай. Личности всех, кто на пленках, уже установлены, кроме этих двух. А как насчет этого? Съемка велась еще до взрыва в депозитарии банка. И питание отключается. И это все. Никого нельзя обознать. Видеозапись продолжится через 4 минуты. Они уже успели смыться. Перемотай на начало и отследи все их передвижения, которые они провели в банке. Послушай, на улице снимали для новостей. Может, запросить пленки из телекамер? Поручи Винсу проверить. Коннорс, у тебя неприятности. Черт. ФБР. Инспектор Коннорс, составьте нам компанию. Есть беды? Точно. На практике все получается не так идеально, как в теории. Заложников не удержать в узде, если не наказывать их за провинности. Они могут и бунт поднять. Даже в хаосе есть порядок. Принц Амар Аль-Аббан, самый богатый и самый непопулярный араб на Ближнем Востоке. На его жизнь и состояние неоднократно покушались, но он оставался постоянным союзником Соединенных Штатов. В прошлом месяце в Шарлотте, штат Северная Каролина, был ограблен банк Краун Валлей. Там тоже был личный сейф принца. И что было в сейфе? Мы не ведем опись. Это личный сейф. После 11 сентября мы проверяем их лишь на вирусы и взрывчатку. И если результат отрицательный, мы не задаем вопрос. Слушайте, все это забавно. Но как насчет денег? Ведь грабители банков их не разлюбили. Банковские ячейки не тронуты. И главный сейф тоже. То есть, проникнув в банк, они не взяли деньги? Их целью был исключительно сейф принца. Мы пытаемся с ним связаться. Сэр, можно вас на 2 слова? Спасибо. Хотелось бы заметить вот что. Да, интересно. Тебе знакомо понятие грандиозный и полный провал? Что, опять виноват я, да? Я начинаю понимать, почему эти типы выбрали именно тебя. Ты уверен в своем уме, Квентин, но ты набитый дурак. Тебя провели. Так нельзя. Операция проводилась строго по уставу. Ты сам предложил, я не напрашивался. Наш комиссар рвет и мечет, и если понадобится козел отпущения, я без сомнений предложу именно тебя. Понятно. Ты так и хотел. Господи, нет, конечно. Но если кого-то сдавать... На практике все получается не так идеально, как в теории. Заложников не удержать в узде, если не наказывать их за провинности. Они могут и бунт поднять. Хаос. Даже в хаосе есть порядок. Думаю, Лоренс пытался на что-то намекнуть. Неужели? И на что? В его фразах паузы между словами. Вы слышали о теории хаоса? Теорию хаоса выдвинул Эдвард Лоренс.
Эта теория изучает явления, кажущиеся случайными, но заключающие в себе порядок, который можно описать математически. А если проще? Проще говоря, на начальном этапе события могут казаться случайными. Но постепенно проявляется связь, и в конце концов все части целого складываются. Еще что подать? Нет, это все, спасибо. Ты учился в колледже? В каком? Стоящий хоть? Или некая паршивая дыра в глухой провинции? Юдав. Зачем дыра? А как оказался в полиции? Семейная традиция. Отец служил, дед и другие, да? Зачем лично вам вся эта дешевая болтовня? Час назад вам было плевать. Ты покорил меня. И потом я доверяю тебе жизнь. Я должен знать о тебе. Я бы не удивился, если бы ты интересовался мной. Я знаю о вас, инспектор. Все знаю. В твоем голосе нет энтузиазма. Ну, для энтузиазма нет поводов. Знаешь, моя репутация часто меня обгоняет, а у тебя вовсе нет репутации. И мне придется с этим мириться. Не суди другого, если еще не понюхал пороху. Мы можем сработаться, если, конечно, постараемся навести мосты. А можем целый день спорить, у кого член длиннее. Выбор за тобой. Но учти, ты в полиции новичок, а мой член длиннее. Коннорс, отзовись. Выкладывай. Я раскопал кое-что любопытное. Не люблю юношескую лигу. Много задора. Выручай, Квентин. Инспектор, трудно сказать правду? Внимание. Все, стоп. Идеально. Дэймон Ричардс. Неудачник. Я взял его пару лет назад при попытке ограбления. Тупица. Почему он разгуливает на свободе? Он сдал сообщников и договорился с прокурором. Адрес есть? В досье только Спокейн, но я помню, что в городе у него подружка, кажется, Джина. Джина, это полиция, открой. Сейчас. В сторону, живо. Перестрелка. Ранен полицейский. Вызываю скорую и подкрепление. Вы ранены? Ничего. Держу ее! Держу! Хватит, Джина! Тедди! Справился? Да. Я полицейский. Этот человек убийца. Нужен ваш мотоцикл. Вот ключи, приятель.
адвоката. Перебьешься. Мотоцикл был практически новый, но стоимость мне не так важна. Хоть бы извинились. Он без сознания, но состояние стабильное. На лбу шикарный синяк. У палаты дежурят полицейские. Когда он начнется, они нам позвонят. Брось, Квинси, все в порядке. Я тебе не доктор. Может, у тебя синяки, а может, и ребро сломано. Надо бы в больницу. Мало ли что надо. Все нормально. Нормально. Джина Лопес, 28 лет. Отсидела за хранение наркотиков. Я не помешал? Нет. Извините. Джина утверждает, что ничего не знает об ограблении банка. Конечно, не знает. Винсент. Да? Посади мисс Лопес в комнату для допросов и вруби кондиционер, пока ее соски не смогут резать стекло. Извини, инспектор, я не... Когда мы только познакомились, я не знал, кто ты. Я служил с твоим отцом. Недолго, сразу после академии. Я горжусь этим. Спасибо, Винсент. Так твой отец Гарри Деккер? Детективы, я готова. Собирался в отпуск? Похоже на то. Ты все хорошеешь, Магни. Угу. Я слышала, Коннор, что ты вернулся, не раскатывай губы. А вот ты... Привет, я Марни. Джин. У меня тоже есть мотоцикл. Может, покатаемся? А может, я тебя прокачу? Вернемся к работе, пожалуйста. Итак, паспорт, крем для загара, шорты, купальник бикини, вероятно, ее. И еще это. Здесь 1050. Его доля. Так думаешь? Разве нет? Нет, не хочу навязывать свое мнение, но мне бросились в глаза две вещи. Во-первых, у всех банков свои ленты для пачек купюр, и это не American Global. Оказалось, что банкноты взяты из World National Financial. Звучит знакомо. 4 месяца назад из этого банка похитили $500 000. Вооруженный грабеж. Преступников поймали, и 400 тысяч удалось вернуть. Все они в тюрьме, и процесс по этому ограблению нам предстоит еще впереди. Отсюда второе наблюдение. Итак, понюхай. Что это? При обработке улик любой физический контакт осложняет снятие отпечатков пальцев. Чтобы пометить купюры, мы просто брызгаем их пахучим раствором. Что-то новое? Да, веяние будущего. Шагаем в ногу со временем, Коннорс. Эти купюры не из нашего банка? О, нет. Нет, эти деньги улики по делу World National Financial, изъятые купюры. А это на память о нашей встрече. Коннорс? Кто вел дело по ограблению World National? Кажется, Кэллоу. А что? Это просто мысли вслух. Пошли. Когда ты говорил о семейной традиции, я не понял, о чем ты. Не сумел провести параллель. Ничего страшного. Твой отец был героем. Да, был. Поначалу я думал, что ты родственник капитана. Нет, не родственник. Мы нашли деньги, Джина. Это деньги Дэймона. Это деньги за склады вещдоков.
Я уже сказала, я ничего не знаю об ограблении банка. Я вообще ничего не знаю о делишках Дэймона, и тем более об этом. А куда ты собиралась? В отпуск. Учти, это не хранение наркоты, Джина. Это за участие в убийстве. Ты получишь пожизненно. Я ничего не сделала. Бездействие тоже дело. Честный гражданин обязан помочь полиции, а ты все отрицаешь. Куда катится эта страна? Тебе не отвертеться. Если ты хочешь выйти отсюда и жить по-человечески, выкладывай все на чистоту. Я умолкаю и требую адвоката. Сейчас. Отлично. Я пошел звонить сначала в общественную коллегию адвокатов, а потом буду звонить в опекунскую службу. Что? Ты требуешь адвоката, я забираю детей. Эй, ты не можешь отнять моих детей у меня. А тебе не все равно, раз хотела сбежать с этим недоумком? Ты не имеешь права так со мной обращаться. Ты не имеешь права и не сможешь отнять моих детей у меня. Смогу и отниму. Так что расскажи мне все. Не очень-то полезная информация. Вы ей верите? Думаю, она первый раз в жизни сказала правду. Она потребовала адвоката. Это значит, что ее дальнейшие показания нельзя предъявить суду. Да? А кто узнает? Кому поверить присяжные, мне или этой девице? Правосудие, даже если пришлось пересечь черту? Все средства хороши, кроме предательства. Эту черту нельзя пересекать. Спроси у Кэлла, он знает, о чем я толкую. Марни прислала номера купюр. Согласно данным, купюры должны быть в подвале. Вот наиболее... К нам обратилась пожилая женщина, страдающая более 20 лет тяжелой формой аллергии. Она проявлялась непереносимостью больших продуктов питания, Пропусти нас. а также многих лекарственных препаратов, что значительно осложняло процесс лечения. Сначала распишитесь. Частые головные боли, головокружение, повышение артериального давления. Мы провели комплексное лабораторно-экспериментальное обследование. Значит, вернулся. Без тебя жилось спокойнее, Коннорс. Жуй пончики, Гарри. Этот парень — единственный страж крупнейшего склада самых ходовых товаров. Наркотики, оружие, наличные. Миллионы. Бери голыми руками. Да, но ограбить полицейский склад вещественных доказательств могут только отчаянные вооруженные отморозки. Нет, еще полицейские. Просто заходишь и берешь, что нужно. Пожалуйста. 17-я строка. Берни Кэллоу? Вот так. Отсюда никто ничего не вынесет, пока не распишется. Он показал тебе ордер, да? Наверняка. Наверняка. Совсем отшибла память, Гарри. Ты хоть знаешь, как часто я выдаю под расписку улики одним и тем же людям? Я не могу помнить, что произошло 2 недели назад. Если это его подпись, значит, он расписался. С ним и разбирайся. Привет, Майерс. Деньги из сумки Ричардса были изъяты после ограбления World National. Дело вел Кэллоу. 2 недели назад он взял купюры под расписку со склада вещдоков. А сумма? 430 тысяч долларов. Если Келлоу замешан, тогда понятно, почему преступники знали о тактике нашей полиции. Это объясняет, почему он так разозлился утром, когда его заменили Коннорсом. Причин и так много, чтобы злиться на меня. Нет мотива. Или он есть? Пожалуй, один мотив был. После показаний по делу Йорка и Коннорса в полиции его не жаловали. Нет, этого мало. А еще он надумал развестись. Примерно месяц назад он сказал мне, что расходится с женой. Просил подыскать опытного адвоката. Не думала, что это серьезно. Не знаю, Берни первоклассный полицейский, он же был бойскаутом. Все это какая-то бессмыслица. Как обычно, капитан. Бросьте, факты говорят сами за себя. Нет, не говорят. Если Кэллоу замешан, почему грабители его не потребовали? Дженкинс.
продолжить? Да, конечно. Последний снимок. Жена приехала домой приблизительно 45 минут назад и нашла его здесь. Соседи ничего не слышали. Следов взлома нет, и никто не заметил, как этот убийца скрылся. Есть. Чертежи из банка, фотографии, схемы, по крайней мере, дюжина статей из интернета о саудовском принце. Все сходится. Вы позвонили супругам Кэллоу. Сейчас мы не можем подойти к телефону. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение. Инспектор Коннорс. У вас появились догадки? Удается сложить картинку? Смысл для вас проясняется? Суд вас не наказал. А я накажу. Я вам отомщу, инспектор. Так вылезай из норы, дерьмо собачье. Видно, план, о котором они рассказали Кэллу, отличался от того, что они задумали на самом деле. Очевидно, с этой частью плана Кэллу не мог согласиться. Я думал, в полиции умный. Да брось, в полиции, как и в жизни, есть свой соблазн и риск. Деньги, наркотики, власть. Приятно думать, что мы неподкупны. Но мы не святые. Кэллоу был замешан. Теперь они пытаются втянуть вас. Зачем? Он сказал, это месть. Никого не злили на днях? Я? Итак, я только что говорил по телефону с агентом Юджином Дойлом, и оказалось, что после ограбления в Шарлотте-Бринге принц опустошил все свои банковские ячейки во всех банках нашей страны. Они не тронули ни наличные, Нет. ни банковские ячейки? Нет. Выходит, они проникли в банк, чтобы ничего не украсть. Какой в этом смысл? Пока это все бессмысленно. Извини. А сейчас вернись на землю, если ум твой в смятении, а сердце в сомнении. Ибо, вернувшись к началу, мы можем ясно увидеть этот путь. Может быть. Инспектор, начало чего? Мы вернемся к началу истории. Мы вернемся в банк. Пленки подтверждают, что грабителей было 5, но после взрыва камеры в депозитарии все, что там творилось, окутано тайной. Я просмотрел эти пленки раз 20, ничего нового. Заткнись, Декс. Эй, секунду. Вы видели? Что именно? Дай чуть назад. Что? Посмотрите, эти камеры закреплены. Они не меняют угол, не вращаются. Давай, включай. Камера 8 привлекает наше внимание из-за экспозиции. Но посмотрите, что происходит на втором мониторе. Куда пошел? Угол изменил. 20 раз посмотрел, Декс. Что они пытались скрыть в дальнем углу? И вас совсем не беспокоит, что вам пытается мстить какой-то псих? Если бы я боялся этих угроз, я бы из дома не выходил. Наденьте очки. Много отпечатков. Проверьте все. Если попадутся пальчики из картотеки, срочно доложить. Слушаюсь. Декс,
Да, сэр. Сможешь расколоть? Охранную систему банка с филиалами по всей стране? Да, я с удовольствием. Минуту. Ну, чем пока займемся? Итальянской кухней? Можно подумать, мы другие. Черт нас знает. Шейн, а что ты бубнил сегодня около дома Кэллоу? Что-то насчет возвращения к началу пути. Да, это буддийская притча. Просвети. Однажды Будда почувствовал, что его сердце пребывает в большом смятении. И он удалился в лес, припал к земле у корней дерева и... Я расскажу своими словами. К Будде подошел слон и говорит, что ему неприятно видеть его в унынии. И... Он мог говорить со слоном? Он же Будда. Он достиг 6-го уровня просветления. Он мог общаться с растениями, с деревьями, даже с камнями. Камнями? Разными? Ты спросил. Хватит. Продолжай. Будда был в смятении, и поэтому он вернулся к началу. Вернулся туда, откуда пришел, чтобы найти путь, ответ. Так что, когда зайдешь в тупик, вернись к началу и найди свой путь. Или что-то вроде того. В наших рядах философ вырастает. А ты что, буддист? Нет, просто прочел и запомнил. Но ты верующий? Не особенно. Извините. Все вы очень близки. Мы многое пережили. Да. Просто я подумал, даже не знаю, я подумал, после отстранения все, наверное, относятся к нему уже по-другому. Нельзя верить всему, что читаешь или видишь по телеку. Наша дружба с Квентином стала только крепче. Например, сегодня все запаниковали, а он сохранил самоконтроль. И это не случайно. Он молодец. Извините. Что ты делаешь? Я сегодня кое-что поняла. Я весь день была рядом с тобой, и теперь уже не смогу. Кажется, я ошиблась. Поздно. Ты сделала выбор. Живи с этим. Нашли пальчики. Кто это? Крис Ли. Кретин. Он работал в крупной компьютерной фирме. Попался на продажу программ пиратам. А через пару лет его прижали за взлом пенсионного фонда бывших полицейских. Для гения он просто недоумок. Это было ваше дело. Ваше и Йорка. Вы его взяли, но не посадили. Мы увязли в скандале о стрельбе на мосту. Его адвокат обвинил нас в продажности, в насилии и подтасовке улик. Присяжные купились. А что было? Он был виновен, он мошенник. Вот правда. Кое-чему в Академии не учат. Если система дает сбой, нужно извернуться, чтобы получить результат. И это дает право нарушать законы? Толковать, а не нарушать. И только ради правосудия, разумеется. Этому точно не учат. Ну давай. Давай. О, черт. Ну, прощай, Крис.
Вот и все. Можете одеваться. Надо же. Первый день в городе уже ранен. Царапина. Может, вас царапнуть пулей? Так, шутя. Ваш Дэймон очнулся. Свободно. Эй, Даймон. Как здоровье? Вывез цветов ко мне. Тебе светит срок за убийство и грабеж, а ты шутишь, дурачок. Кретин паршивый. Сам кретин. Инспектор. Можно? Ты помнишь меня, Дэймон? Слушай, мы дадим тебе только один шанс. Один шанс все нам рассказать и спасти свою шкуру. Неужели всего лишь один шанс? Как-то я катался на лыжах в Аспене. Изумительный край. Бывал там, Дэймон? Неважно. Там я врезался в сугроб. Растянулся на льду и въехал лицом в дерево. Сильно поранил себе лицо. Примерно как ты сегодня. Провалялся в больнице почти 3 месяца на койке. И если бы не одно лекарство, погляди. Морфин. Без этой дряни я бы не выжил. Если вводить его внутривенно по одной капле раз в минуту, ты сразу ощутишь покой, умиротворение. Боль утихнет. Но если ввести лекарство все сразу, конец придет, Дэймон. Такие приборы часто ломаются, Дэймон. И передозировки бывают. Я сомневаюсь, что прокуратура затеет расследование ради ублюдка вроде тебя. Что? Не надо ничего говорить нам. Имеем право. Положись на удачу. Ладно, я скажу. Ты чертов лицемер. Критиковал мои методы допроса. Я, правда, не угрожал ввести летальную дозу. В истории медицины еще не было случая, чтобы пациент умер от передозировки 5 кубиками простой соли. Толкуй, но не нарушай. Ты ведь так сказал? Дэймон Ричардс показал, что настоящее имя этого Лоренса Скотт Кертис. Он разыскивается по обвинению в 3 ограблениях банков, вымогательстве и похищении. И он брат Джона Кертиса, угонщика, которого Коннорс застрелил на мосту Перл-стрит. Есть также имена 2 других сообщников, Ламер Галт и Ксендер Харрингтон. Все они должны встретиться сегодня в 10, и у нас есть этот адрес. Кэллоу и Ли обнаружены мертвыми. Не нужно быть гением, чтобы догадаться. Кертис устраняет сообщников. Не важно, что он хочет сказать своим подельникам. Важно то, что он собирается прикончить их сегодня вечером, и мы должны ему в этом помешать. Никогда не думал о последствиях. О его матери, об отце, о брате. О том, как это изменит их жизнь. Он был обречен. Джон Кертис. Лил дождь, всюду были огни. Если
Если бы он сделал, как я сказал, брось оружие. Но вышло иначе. Отец погиб, когда мне было 12. Он вошел в магазин и застал там ограбление. Преступник открыл огонь. Отец даже не успел среагировать. Говорят, он был героем. Вы знаете, что это значит? Герой, потому что погиб на службе? Но это бессмыслица. Зачем пошел в полицию? Закончить его историю. Каждый день он пытался для кого-то творить добро. Пытался помогать тем, кто отчаялся. Каждому нужен шанс, часто говорил он. У него не всегда получалось, но он старался. Вы пытались спасти ту девушку на мосту. Но она бы все равно погибла. Долго еще, черт возьми. Откуда я знаю? Недоумок. Уже 10:20. Долго еще ждать? Там только Гэлт и Харрингтон. Нужен Кертис. Расслабься, не занимай эфир. Какой болван. Черт. Что? Не взял жвачку. Надо звонить ему. Надоело. Заткнись и жди, понял? Я не намерен торчать здесь всю ночь. Нельзя его упускать. Давайте начинать. Нет, не высовываться. Если возьмем их, это хоть что-то. А если он сядет в машину, ничего. Есть приказ ждать, пока не появится главный преступник. И если они уедут, мы их схватим. Нам нужен Кертис. Без моего приказа, чтобы в дом никто не лез. Не отвечает. Сваливать надо. Сваливать надо. Выключи. Лишь бы быстрее, сволочи. Всем патрульным! Ранен полицейский! Вызвать скорую! Все живыми! Прикрой Шейн. Есть. Сюда. О, Боже.
предупредила. Все из дома! Все из дома! Быстро из дома! А где Коннорс? Черт. Больно? Слегка. Ничего. Вколоть морфин? Пожалуй. Да, неплохо бы. Нет, количество пострадавших уточняется. Сообщим позднее. Гибель наших коллег — все это очень трудно принять. Но работы без жертв, к сожалению, не бывает. Какой же ты сукин сын. Дэдди? Ты всегда ему завидовал, Мартин. Я завидовал? И не потому, что он лучше как полицейский. Лучше как мужчина. Поезжайте домой. Хотите что-то сказать? Нет, сэр. Она все сказала. Как Коннорс был прав. Нельзя было входить. Мы его потеряли. Инспектор, я знаю, что они делали в банке. Это распечатка переводов из банка. Каждый день в среднем бывает 300-400 таких страниц. А сегодня целых 3000 страниц. И что? Это крупнейшее ограбление банка в истории. Около $1 миллиарда. Повтори-ка. Они запустили компьютерный вирус. Он в случайном порядке снимает деньги со всех счетов и переводит на счета преступников. Ясно? Судя по данной распечатке, все переводы разные, и ни один не превышает $100. И еще. Охранные системы нацелены на крупные суммы, а не на количество переводов. Если перевести $1 миллион с нескольких счетов, объявляется общая тревога. Но, а если перевести меньше, чем по $100 с 10 миллионов счетов? Никакой тревоги.
И где же деньги? И я не знаю. Что значит не знаешь? Ну, вирус открыл множество счетов-призраков. Эти счета – отстойники для денег, но деньги переводятся дальше, со счета на счет и так далее. И не задерживаться на одном счете засечь невозможно. То есть деньги и сейчас циркулируют? Точно. Все снятия и размещения денег подтверждаются в банках на следующий рабочий день. Значит, до 9 утра эти деньги зависли. На западном побережье будет только 6. Верно. Рассвет. Но зачем захватывать банк? Разве нельзя перевести деньги, проникнув в их сеть? Нет, нельзя. В банке компьютерный терминал регионального менеджера, а это вход в основную охранную систему такого банка. Не нужно в этом случае ни паролей, ни взломов. Прямой путь как по маслу. Пропал $1 миллиард, и мы только сейчас это узнали. Ирония в том, что, отключив ток, вы помогли скрыть вирус и выиграли для Кертиса время. Значит, они не притворялись, что грабят банк, чтобы ограбить саудовского принца, но они притворялись, что грабят саудовского принца, чтобы ограбить банк. Теория хаоса. И что мы будем делать? Думаю, это вне наших полномочий. Алло? Инспектор Деккер, вам звонят. Говорят, дело срочное. Соедините. Добрый вечер, инспектор. Поздравляю с удачным днем. Вы неожиданный сильный противник. Игра не закончена. Нелепые мечты. Нет, я намерен поймать тебя. Ты убийца. И вдобавок, убийца полицейского. Я убивал только тех, кто заслужил смерть. Кэллоу просто пешка. А Коннорс достоин своей участи. Я знаю про деньги. Ты украл $1 миллиард. Тебя найдут. Тут я готов рискнуть. Сэр, не сходится? Что не сходится, инспектор? Почему он сказал, что Кэллоу пешка? Кто? Лоренс, Кертис звонил. Вот как? Он сказал, что убивал тех, кто это заслужил. И еще, что Кэллоу пешка. Но это не так. Без Кэллоу он бы не знал о тактике полиции. И не смог бы достать деньги для сообщников. Кертис звонил тебе? Да. Просто пудрить тебе мозги. Ты сегодня отличился, Шейн. Твой отец гордился бы тобой. Иди выспись. До завтра преступники не переведутся. Я уже лег, до завтра не мог подождать. Садись. Как он на тебя вышел? Мне не ясно только это. О чем идет речь? Все мы думали, что Кэллоу продал нас. И все мы ошибались. Это расписки со склада вещдоков. А это Кэллоу писал рапорт. И еще один. И еще один. Подписи отличаются, Гарри. Ничего общего. Может, у него руку свело, кто знает. Это твое досье. Месяц назад ты получил выговор за ссору с Кэллоу у дверей суда. Ударил его. Припоминаешь? И снова бы врезал. Противно дышать одним воздухом с полицейскими, которые продают своих.
Это нельзя прощать. Так ты его подставил. Ты подделал подпись Кэллу. Ты отдал деньги и помог в преступлении, решив, что на мосту Перл-стрит все вышло как надо. И не отрицай это, Гарри, я все знаю. Конечно, на мосту Перл-стрит все вышло как надо, а потом всех унизили. Ты, Гарри, помогаешь убийце полицейского. А тебе через год на пенсию. Хочешь уйти на покой? Моя совесть чиста. Черт! День выдался. Очень длинный. Очень. Я устал, Гарри. Мы будто гоняемся за призраком. Только ухватим, а он исчезает. Он весь день опережал нас с Коннорсом на 2 шага. Конечно, опережал. Кто знал Коннорса лучше, чем он? Почему Кертис знал Коннорса лучше, чем другие? Ведь речь идет не о Кертисе, верно, Гарри? Кто знал Коннорса лучше? Кого ты покрывал? И кого, по-твоему, унизили на мосту Перл-стрит? Бросай оружие! Еще один шаг, и эта девица умрет! Да, я не советую. Лучше брось! Куда денешься, если убьешь ее? Это Йорк изменил долгу. Он выдал себя за Скотта Кертиса, чтобы сбить нас со следа. А? И Йорк сыграл с бывшим напарником, зная все его ходы. Вырубай ток. Пора. Он подставляет своего врага и убивает его. Посмотрите, чертежи из банка, фотографии, схемы. По крайней мере, дюжина статей из интернета о саудовском принце. И проворачивает крупнейшее ограбление в истории. Делай со мной, что хочешь. Он сказал, что уезжает, и уехал, и тебе его не найти. Посмотрим. Ясно, что Йорк звонил Гарри Хьюму с сотового телефона. Я проверил по базам всех местных провайдеров. Такой номер есть у Никстар. А можно установить, где он? Ага. И его можно определить с точностью до 100 метров. Отлично. Погоди. Алло. Попался. Ага. Прекрасно. Благодарю. «8:48, пожалуйста». Сдачу оставь себе. Куколка. Спасибо, мистер. Джейсон Йорк, это полиция. Подними руки и медленно опустись на колени.
Не тяни! Не стреляйте! Все, остынь, хорошо? Опустись на колени! Ты победил. Черт. Ладно. Живо встань на Ладно, колени! я готов подчиниться. Ясно? Я сдаюсь. Только не горячись, ладно? Ты победил. Я только положу шляпу. Я не велел класть шляпу! Руки на виду! Предупреждаю! Я сказал, я сдаюсь, ясно? Я предупредил! Эй, это Гарри. Кто заложил? Гарри заложил. Жирный кретин. Брось оружие и отпусти девушку. Нет, если хочешь меня взять, тебе придется попотеть. Очень не советую. Как интересно. Именно это я ему и сказал. Оценил мою иронию? Оценил? Или только мне смешно? 2 месяца назад я был в твоей шкуре. Да, одна мразь приставила пистолет к голове девушки. И я спросил себя, как мне поступить? Как бы ты поступил? Что бы ты сделал? Ты лично. Ты хочешь спасти положение. И поступаешь точно как я. Все на выход, живо! Ты цела? Куда он пошел? Кажется, туда, в сторону пирса. Ты все испортил себе. Дженкинс будет ждать от тебя результатов каждый день. «40 экспертов ФБР работают над вирусом. Не сомневайся, они его уничтожат. Твоя убежденность похвальна, да, но сам ты жалок. Вбей себе в голову. Подкрепление не светит. Нет, тут герои никого не спасут. О, нет. В финале этой истории победит злодей. Но я должен признать, ты оказался настоящей заносой. Коннорсу будет жаль, что ты погиб. И мне.
По воскресеньям мы просто читали. Весь день. Я читала газеты, но он читал свою книгу. Я была его недостойна. И я это знала. Но я любила его. А сегодня едва не схватила пулю. Мне говорили, что в городе не скучно. И так всегда? Да, почти. Отлично. Интересно, что дальше? Извини. Сколько с нас? Думаете, я возьму деньги с вас после всего? Поезжайте. Спасибо. Понюхай. Что это? При обработке разных улик любой физический контакт осложняет снятие отпечатков пальцев. И чтобы пометить купюры, мы брызгаем их пахучим раствором. Не люблю юношескую лигу. Много задора. Лоренс пытался на что-то намекнуть. Неужели? Надо же. Слышали о теории хаоса? Ее выдвинул в 60-е Эдвард Лоренс. Эта теория изучает явления, кажущиеся случайными, но заключающие в себе упорядоченность, которую можно описать математически. А проще можно? Короче говоря, на начальном этапе события могут казаться случайными. Но постепенно проявляется связь, и в конце концов все части целого складываются. Вы все проверили? Или Коннорс, или Лоренс? Я не знаю. Нет, может, его нет в самолете. Джеймс Глик. Попробуйте еще раз. Только Глик. Джеймс Глик. Нужно выяснить, прошел Джеймс Глик регистрацию? Минутку, я уточню у начальника СМИ. Только быстрее. Алло? В сутре Сурангама есть один афоризм, который грубо можно перевести так. Все не то, чем кажется, и не наоборот. Коннорс, подумай об этом минуту. Разве тебя это не поражает? Что меня выдало? 10. Черт, в кафе точно. А Йорк погорел из-за Гарри?
Из-за Гарри и звонка. Йорк позвонил и сказал, что Кэллоу пешка. Я сразу же взял след. Не он. Это была моя ошибка. Я тебе звонил. Нет, я намерен поймать тебя. Ты убийца. И вдобавок, убийца полицейского. Я убивал тех, кто это заслужил. Кэллоу просто пешка. Йорк всегда считал наш план безупречным. Если бы он только сделал, как я говорил, незачем было соваться в опасные воды. Я убеждал его, что нужно оставить место для ошибки. Знаешь, не всегда можно предсказать, как все обернется. Случайная камера снимает Дэймона Ричардса. Запах на купюре. Ты... Теория хаоса. Меня поразило, как ты это все разгадал. Целый день мы пытались просчитать, кто информировал банду. А это ты. Удивился. Если отключить ток, система не сработает, и мы вручную откроем замки и войдем. Пожалуй. Пропал $1 миллиард, и мы только об этом узнали. Ирония в том, что отключив ток, вы помогли скрыть вирус и выиграли для Кертиса время. Твоя смерть просто опустошила Тедди. Она справится. Все из дома. А где Коннорс? А как же труп в морге с твоим именем на значке? Скотт Кертис никого больше не побеспокоит. Ты серийный убийца. Да? А кто был убит? Кертис, Хэррисон, Кэл, я? Все отбитые злодеи. Без них мир чище. Значит, все злодеи. А как же Кэллоу? Кэллоу заслужил смерть. Он виноват. Во всем виноват Кэллоу. Если бы не он, мы бы с Йорком не пошли на это. Один случайный поступок тянет за собой другой, другой следующий, а в конце возникает закономерность. Это теория хаоса. Погоди-ка. 7-й час. Деньги пришли, я стал богат. Ли, несмотря на все свои пороки, был умным. Расследование возьмет ложный след. Ты нарочно сорвал процесс. После моих показаний меня нужно было отстранить. Чего они ждали? Почему же не убил меня? Возможностей было немало. Дело не в убийстве, а в борьбе за то, что важно. И потом ты покорил меня. Тебе не улизнуть. Я уже улизнул, я уже далеко. А для тебя это ценный урок. И я рад, что ты усвоил его так рано. Да, и что это за урок? Ты не всегда можешь выиграть. Столько лет в полиции, и все впустую. Ты лицемер. Я оппортунист. Я бы с радостью погиб, исполняя свой долг, но у меня это отняли. Если бы за верность мне платили верностью, ничего бы не случилось. Система сломалась. Желаю удачи, инспектор. Партнерство было увлекательным. Но сейчас мне пора. Коннорс! Коннорс!
Спасибо. Мы к полету готовы.